До 10 февраля в Очимчирском районе, как и по всей Абхазии, запрещено проведение массовых мероприятий. Приостановлена работа объектов общественного питания, включая пасхи и рестораны. Кроме того, местный рынок теперь будет работать по графику – дважды в неделю по средам и воскресеньям. Глава администрации Станислав Амичба призвал жителей района ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных мероприятиях. Контроль за соблюдением карантинных мер возложен на ответственные службы. Ограничение собрания наших граждан в местах скопления, а также ношение масок по рекомендации, по настоятельной рекомендации, могу даже так сказать, наших врачей, нашего координационного штаба по коронавирусу. Что касается общепитов, заведений, они будут, разумеется, закрыты. Все это будет делаться во благо нашего населения, во благо того, чтобы как-нибудь упорядочить или хотя бы сократить число той динамики, которая имеет свое развитие по заболеванию коронавирусной инфекцией. Тем временем Очимчирская ЦРБ продолжает принимать ковид-пациентов, количество которых за последнее время увеличилось. Всего за период пандемии в районе прошли лечение более 1000 человек. В медучреждении функционирует стационарное отделение для ковид-больных. На сегодняшний день лежит 27 человек. У нас отделение на 27 коек. Все койки заняты. Лежат и мужчины, и лежат и женщины в отделении. На амбулаторном приеме хочу отметить, что с 1 января увеличилось количество людей, которые обращаются к нам за помощью в разы. Видимо, были праздники, люди встретились, пообнимались, поцеловались, сели за стол вместе. И вот теперь приходят к нам в 2-3 раза больше людей, каждый день. Несмотря на то, что были каникулы, были все выходные дни, мы работали абсолютно все дни, вели амбулаторный прием. За этот период пришло очень много людей, мы протестировали. К сожалению, у нас лимитированное количество мы можем проводить. В день 40 человек на ПЦР. Приходят, наверное, все 100 человек. Поэтому многие люди остаются недовольны, что не смогли пройти тестирование. Приходят по 2, по 3 раза. Но, к сожалению, это не по нашей причине. Все амбулаторные пациенты, как известно, мы получаем результаты к концу рабочего дня в электронном виде на телефон. Потом эти списки обрабатываются нашими медработниками. То есть положительных консультирует доктор по телефону, с той же минуты начинает вести с ними беседы, как себя вести, какие препараты, куда прийти на обследование. Все ведет доктор. И медработник другой сидит на телефоне, на горячей линии, обзванивает всех пациентов, кто получил отрицательный результат. Как-то так налажена работа. В инфекционном отделении работают врачи-терапевты. Помогает им акушер-гинеколог, которому пришлось переквалифицироваться на время пандемии, а также медсестры, ежесуточно заступающие на смену. С 1 января по 14 ночь у нас получается 172 человека положительных, которые подтвердились коронавирусной инфекцией. А в общем количество, конечно, больше взято, но из них 172 подтвержденных. Есть средней тяжести и не тяжелые, потому что мы тяжелых не можем, мы их переправляем в Гудаутский госпиталь. С какими проблемами вы сталкиваетесь? С какими? Осложнения на пневмонию. В основном такие идут у нас проблемы, потом у нас падает сатурация. Когда начинает падать сатурация, мы их переправляем, у нас нет кислорода, достаточного потока, чтобы помочь людям, оказать им помощь. Становится очевидным, что медицинские ресурсы республики истощаются. Соблюдение жестких карантинных мер сегодня не просто необходимость, а единственная возможность спасти жизни наших старших. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.